Очень приятно, что в республике появилось еще одно новое издание с авторитетным именем. С первого номера на него ходят, они будут с президентом нашего президента Республики Татарстан. Журнал «Экспертный», он один из первых в республике, сейчас разбивает миф о том, что интернет съест все газеты, все журналы. И подтверждение тому, что этот миф начинает разбиваться, мы видим эту тенденцию как в Европе, так и у нас в республике. Я хотел бы от имени правительства, от имени Республики Татарстан пожелать этому журналу больших успехов. Они начинают пока с 10 тысяч, но у них планы большие, говорят о тираже 50 тысяч. Я желаю успехов, хотел бы, чтобы ваши тиражи росли и ваши страницы были заполнены серьезными рекламодателями. Вот это первый наш опыт, когда не на несколько регионов, не на группу регионов делают журнал, а на один регион, на один член федерации. Именно Татарстан. Почему Татарстан? На самом деле Татарстан является одним из лидеров сегодня в России. Какие рейтинги не взять, везде он в верхних позициях. Вот наша компания рейтингового агентства «Эксперт.РА» тоже входит в наш медиахолдинг, уже лет 15 делает рейтинги регионов. И есть очень небольшая группа регионов с минимальным риском, максимальным потенциалом. Измеряется риски и потенциал. Татарстан уверенно, уже последние долгие годы находится в этой группе минимальных рисков, максимального потенциала. Что касается руководства, Александр Попов здесь, я не вижу. Нет, он с Росгидро в пресс-туре. Он в работе. Вот видите, вот это правильная постановка дела. Александр Попов, главный редактор журнала «Эксперт Татарстан», он работает. Александр Попов, наш очень молодой, энергичный журналист, главный редактор, он до недавнего времени был главным редактором «Эксперт Сибири». Для наших изданий годовые затраты составляют 20-40 миллионов рублей. Татарстан – это самый энергично развивающийся регион. Нам же читатели нужны, понимаете, их много должно быть. Вот смотрите, сколько журналистов, их много, сколько предпринимателей, сколько здесь событий. Это поможет. У меня такой вопрос уже как главному эксперту страны. Скажите, вот министр финансов Татарстана сообщил, что в прошлом году республика перечислила в различные федеральные фонды 729 миллиардов рублей. Бюджет республики 170 миллиардов. Возвращается где-то порядка 40 миллиардов. Совершенно дикая децентрализация. Просто хотелось бы получить вот как бы международный, мировой опыт. Вообще возможно существование регионов в таких жестких тисках. Бюджет, например, Москвы 1,5 триллиона рублей. Бюджет Казани 20 миллиардов, хотя население только в 10 раз отличается. То есть на одного москвича тратится в 10 раз больше денег просто федерально. Как такое, в общем-то, такая экономика просто невозможна. Вот эту тему как-то. Я вот читаю ваш журнал, там ответа я не нахожу. А это центральная проблема региона. Такая экономика невозможна. Я с вами согласен. Если говорить о журнале «Эксперт», то мы ведем долгую, неустанную и бесплодную борьбу с финансовой политикой, в том числе бюджетной. В свое время у нас рубрика даже на сайте была «Алексей Кудрин против российской экономики». В результате наши журналисты, например, не пускали в Минфин. Тем не менее, мы с ним в отношениях обсуждали проблемы нынешнего бюджета. Встал Андрей Макаров, председатель комитета Государственной Думы, и сказал: не вы ли, Алексей Леонидович, устроили такую систему, когда львиная доля всех доходов концентрируется в Москве? Не вы ли высосали все деньги из регионов, а теперь учите нас, что это делать не надо и надо делать по-другому? Была довольно жесткая дискуссия. Безусловно, пропорция, а сейчас она, наверное, 70 на 30, 70 уходит в среднем в Москву и 30 остается в регионах. Это неправильная пропорция. Тем более, когда сейчас все больше ответственности перекладывается в субъекты федерации. Рустам Исаков, радио «Азатлык». Вы не думали выпускать на 2 языках в Татарстане этот журнал? Не знаю, это скорее вопрос к местной интеллектуальной элите, что ли, я не знаю, поскольку это
понимать, что язык делового общения все-таки русский. Нужно ли это делать? Не знаю. Если бы мы были... Понимаете, вот я за. Если бы это был вот что-нибудь вроде русского репортера, мы сделали татарстанский репортер. Я был бы рад, если бы это издание было также на татарском языке, но я думаю, если будет востребованность, он будет на татарском языке. Я думаю, и руководство подтверждает, что они не отказываются от этого. Я сторонник развития языков всех народов. Я сам родился в Ташкенте, в суперинтернациональном городе, и я такой сильный интернациональный. Финансовые слова перевести на татарский язык, я думаю, еще нужно будет на пару лет как минимум в школе учиться, чтобы понимать финансовые слова на татарском языке. Поэтому это, конечно, проблема существует, надо над ней вместе работать и думать, как ее решать в будущем. Нужно. Любой интеллектуальный продукт необходим, тем более свежий, тем более из-за, так сказать, как бы внешней границы республики. Это свой особый стиль, потому что они свой стиль поменять не могут. У них жесткий выгляд. Да, может быть, какие-то конкретные вещи, они, так сказать, политически, культурно они не могут говорить, но язык цифр, так сказать, жесткой математики иногда бывает даже красноречивые, эти пышных фраз. Поэтому может только приветствовать существование, приход этого журнала. Иное дело, что я считаю, что 10 тысяч тираж, это, конечно, будет тяжело. От такого количества, вы обратили внимание, они говорят, что обеспеченность, сверхобеспеченность составляет 70% аудитории. Ну, у нас этой аудитории очень мало, а даже те, которые сверхобеспеченные, у них еще не развиты. В основном это все-таки такой государственный бизнес, чисто такой крупного масштаба. Театр оперы и балета на мировые, в общем-то, премьеры, на шедевры ходит мало из хозяйственной элиты. То есть вкус ее еще не развитый, но эксперты заставят ее двигаться. А вот средний класс, это, да, это есть, в общем-то, люди, которые в среднем классе, которые считают дефицит подобной информации. Очень хорошо, что журнал у нас появился.